Пятнистые сервалы, родственники леопарда или приматы, проказники из саван. Теперь у себя дома их соседи – величественный бегемот или розовый пеликан. Он цвета как фламинго. Все они жители нового зоопарка. Разные животные, ведь их предки из разных уголков Африки, но теперь у них общий дом. Порадовались за то, что такая территория, очень интересно сделаны вольеры. Пока животных, конечно, мало, но все равно будет наполняться зоопарк. Руководство реки Замбези обещает привести слона, жирафа, гепарда, шимпанзе и много других новых обитателей, как только потеплеет. В холод ни в коем случае нельзя перевозить африканских животных. Мы в связи с этим решили отложить на весну все наши поставки. Те же, кто легко переживает как жару, так и декабрьские морозы, уже здесь. Вот пример: грифы и сипы, птицы-падальщики, которые набираются сил, поедая специально подобранное мясо. Каждому виду свой рацион, свой вольер и свой температурный режим. Поэтому, чтобы точно знать, кто и где живет, в зоопарке есть специальная интерактивная навигация. Грандиозность, масштабность всего зоопарка, конечно, впечатляет. Я думаю, летом все будет намного интереснее. Очень приятно, красиво, много животных. Хотя нас предупредили, что на кассе будет животных очень мало. Вот нам сыночек очень нравится. Река Замбези ждет посетителей. Первых новоселов можно видеть каждый день. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.